Свыше 30 миллионов рублей из бюджета Северной Осетии направили на поддержку спортивной школы для людей с ограниченными возможностями «Стимул». Такую помощь оказывают уже в течение 3 лет. Субсидии выделены в рамках госпрограммы «Доступная среда» на 2011-2015 годы. О расходовании денежных средств на заседании правительства сегодня отчитался министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Хасан Бароев. По словам чиновника, 6 воспитанников школы «Стимул» завоевали золото на Олимпиаде в Пекине. А совсем недавно футбольная команда стала чемпионом России. В течение этих уже 3 лет, и сегодняшнее время тоже не исключение, поступают федеральные средства, на которые приобретаются спортинвентарь и тому подобное, все, в чем нуждается непосредственно эта школа. И это, поверьте, очень сильно помогает и способствует развитию этого. Средства используются для сопровождения того или иного спортсмена в какой-то другой либо регион, потому что не без этого, да. Поверьте, они настолько сильны, что одна вообще радость помогать им и поддерживать их. На заседании также говорили об утверждении главного финансового документа Осетии. Более 450 миллионов рублей составит максимально возможный объем дефицита в республиканской казне на 2015 год. По словам министра финансов Натальи Царевой, в 2016 году Северная Осетия может позволить себе только бездефицитный бюджет. Таким образом, появится возможность привести объем госдолга в соответствии с требованиями, утвержденных кодексом. Председатель правительства Сергей Такоев в свою очередь сказал о необходимости сокращения расходов не только у министерств и ведомств, но и районов. Как говорится, как ядерная угроза радиации, пока ее не видно, все думали, что это не коснется общий госдолг, это республики, касается министерств, ведомств, района не коснется. Сейчас коснулось, потому что эти 2 года надо привести в соответствие, поэтому, естественно, пропорционально госдолгу все расходы будут сокращаться. В ходе заседания было принято постановление о создании единого банка данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном положении. В настоящее время на учете в республике состоит более 140 семей, в которых 510 человек несовершеннолетние. Фатима Макиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.